Некоторые фермеры уже давно посеяли зерновые колосовые культуры и, например, клубнику, которая уже в полную силу цветет. А другим же не представляется возможности посадить перец, помидор, капусту, поскольку рассада еще не готова к пересадке из-за неустойчивой и прохладной погоды. У Курманбека Илибаева 5 гектаров земли, и в этом году он засеял 2 гектара клубникой и клевером. Он говорит, что проблем с обильными осадками как таковых нет. Есть немного отставания в росте культур, но это не из-за дождей, а из-за прохладной погоды. Но это не влияет на урожайность. Есть иная проблема. У нас проблемы с орошением и наоборот. Мы радуемся тому, что в этом году весна выдалась дождливой. Только благодаря проливным дождям наши труды не будут напрасными. А вот по поводу орошения было бы хорошо, если подумали и решили этот вопрос. Потому что до нас вода доходит только в конце мая. А это поздновато. Вот и приходится нам просить у природы, наоборот, плохой погоды. В то время как фермеры жалуются на проблемы с орошением пахотных земель, сотрудники профильного ведомства утверждают, что они работают в полную силу. Проблем в этом секторе нет, и в этом году труженики сельского хозяйства ожидают хороший урожай. Отметим, в прошлом году за счет сельхозпродукции госбюджет пополнился на 100 миллиардов сомов. Этим продукциям, если они будут, у них имеется соглашение перерабатывающим предприятиям, им выдается кредит под 6%. Пока чиновники, так сказать, вплотную занимаются поддержкой крестьян, у фермеров все те же проблемы. Но несмотря на это, сельхозпроизводители настроены оптимистично. А все потому, что природа в этом году благоволит им. И только благодаря проливным дождям их труды не будут напрасными, говорят фермеры. Бигаим Бигалиева, Телек Джуматаев, Новости Ошпери.